Всем доброго утра, друзья. Добрым. Как вы видите, мы сегодня даже завтракаем в помещении, потому что проснулись, а на улице минус 8 градусов тепла. Минус 7, 7,6 было. 7,8, наверное. Минус 7,8, ну минус 8 градусов тепла. И при том, что охрененный северный ветер. Снега нет, вышло солнышко, ясно, но мороз давит капитально. В общем, никакого смысла выходить в номера, в городки, шалаши даже не было, потому что там сейчас по-любому можно играть в хоккей. Даже на тех местах, где была открытая вода, на болотах, на озере, все замерзло толстенным льдом. Ведро не могли, ковшик был в ведре на улице, не могли даже ковшик вытащить. Надо было лить из печки чайник кипятка. В общем, заезд на Весновку у нас удался. Выспались сегодня хорошо. Две березки, которые я положил на угли перед сном, хорошенько так прошаялись. И комфортная, нормальная температура была. Поспали, зато выспались хорошо. Вот. Но так как охота у нас не получилась, и так как сегодня вечером мы все равно планировали выезжать, собираем манатки и выезжаем. Выезжаем сегодня, завтра на поминки. Послезавтра, дай бог, все будет хорошо, нормально, заедем по новой. Как-то вот так. Сегодня, скорее всего, заедет Володя. Ну, не знаю, такой мороз, заедет он, не заедет. Мне кажется, тоже, что делает такой мороз. Может быть, наоборот, воспользуется нас там. А что нас там ему на урагане-то тоже пофиг. Нас не надо. Как он в прошлый раз сказал, да что это ты уже владеешь им 300 лет, и умеешь ездить везде и всюду. А, боится проваливаться? Да, в прошлом году же он тоже только по нас тут летел по морозу. И потом, как только растаял, выехал. Так что заканчиваем, я говорю. Завтракаем. И выезжаем домой. Ну, ничего страшного. Главное, все приготовлено. Это главное. Нам остается только в следующий раз опять завести патроны, продукты. В принципе, оставляем все. Забираю только оружие, патроны. Ну и пустую посуду. Остальное все продукты, все такое оставляем здесь. Аккумулятор тоже таскать не буду. Вещь дорогая, но дай бог никого здесь не будет, надеюсь. Все оставляем. Кстати, смотри, говоришь, лампочка ничего не жрет, 1% ушел. Ну, ты так, у меня, ты не забывай, что я еще и GoPro зарядил. А, ты, наверное, ночью еще, да? Угу. В общем, 3 или 4 зарядки телефона, смартфона, двух телефонов, 3 или 4 зарядки GoPro, освещение, работа на ноутбуке через, как его? Преобразователь. Это был конвекторы. Ладно, вы поняли. Съело только 11%. Сейчас 89% заряда. Ну все. Встречаемся через пару дней. Ну и снова здравствуйте. На календаре у нас 1 мая. Вчера был у нас выходной день. Вчера сходили на кладбище, на могилку к Саньку Калине, помянули его потом. Сейчас вот, как мы видим, время уже 8 часов. На вечерку уже не успеваем, но все равно решили выехать. Заезжаем по новой на Весновку. Вот, на Утрянку точно уже будем там на месте. Все, погнали. Роман, ну. Всем привет. Созванивался с Володей. Так, где мы выйдем? Пятерку. Пятерку. Ага.
А, тем более не успеем никуда. Нам еще в магазин заехать за хлебом. Что-то попить, наверное, тоже надо, да? Кофейку возьмем. Может, кофе такой надо было взять, нет? Да, обычный замутишься в лесу разводить. 3 в одном набрал в пакетик, когда и красота. Да. Ну ладно, в общем, едем через магазин еще. И что, и заезжаем. Вечерку уже 100% не успеваем. Утрянка будет наша. Ну вот и приехали. Так. Выключаем свет. По пути привезли дровишек, так как сегодня у нас сани пустые. Ну и пойдем поздороваемся с избушкой. В принципе, вроде все хорошо, все как оставляли, все на месте. Ну, здравствуй, избушечка. Опа, башкой. Так, минус 3 градуса у нас за бортом. В избе 1,4. Вода не замерзла. Это хорошо. Ну все, включаем свет. Да будет свет, сказал монтер. Та-дам! Ну вот. Вот и ладненько. Вот и прибыли. Как будто и не уезжали. 2 дня. Вчера, сегодня нас здесь не было. Сколько время? Без 20:11. 3 часа. Сейчас затопим печь. И может быть еще пару часиков кимарнем. И с утра уже пойдем в шалаши. Так, друзья, время 1:36. С Ромкой перекусили немножко. Поклевали пельмешек. Ромка привозил. Вот. Пошел первым Ромка к себе в шалаш. Я говорю, глянь, говорю, сходи с разведкой. Что, как замерзло, не замерзло болото, куда мне идти? Или к Вовкиному шалашу, туда подальше. Ну там болото, считай. Ну вот, Рома сходил, говорит, полностью болото замерзшее, местами даже, говорит, выдерживает, не проваливается. Так что на болоте делать нечего, там все во льду. Утка навряд ли будет садиться. И решил, в общем, ехать на тот конец озера. Там в тот шалаш. Вот, если там озеро растаяло, то оно не должно замерзнуть. Сходим вот в тот шалаш сейчас. Посмотрим. Посидим там утрянку. А там видно будет. Может быть, если нас держит, прогуляюсь по ручью. Если
нет. Ну и будем. На ручье тоже есть места такие более-менее с поворотом. Может, там посидим. Переехал на другой конец озера. Здесь вот выход с озера. Вот оно, озеро заканчивается. Там у нас стоит в конце озера наша палатка Алтай с печкой. На плоту все уже готово. Но озеро пока еще стоит. И туда пока еще не добраться. Так, ну а здесь что у нас? Здесь у нас тоже пока ничего интересного. Лед стоит. Но здесь должны быть проталины, промоины. Лишь бы здесь ветра нету. Даже эти проталины могут быть затянуты льдом. Так оно, наверное, и есть. Но если что, здесь может быть будет возможность. Опа, опа, опа. Вот такие вот ямки тут опасные. А я без шеста. Может быть будет возможность уронить в лед. Ну ладно, дойдем до места. Вот наш шалаш в том стороне. Там видно будет. Тут тоже трясина, опасно. Без шеста тем более. Ну вот. С Божьей помощью добрались до нашего нового плота. И что мы видим? И мы видим, что здесь вода немножко есть. В принципе. Немножко вода есть. И она даже не замерзла. Вот такая вот проталина. Метров 25-30 длиной, наверное, где-то. И метра 3 шириной. Там в ледком конце затянуло. Здесь нормально. И небольшая проталина здесь. Пока шел по этому топкому болоту, весь употел. Немножко жутковато. Все это еще и без шеста. Принес тоже мешковину. Здесь вот сейчас вот поставлю шесты. По периметру все закрою снизу, чтобы, если утка села, меня не заметила. И сверху натяну еще масс-сеть. В общем, замаскируемся и подождем. По крайней мере, пока шли, ни одного перелета утиного я не видел. Время 3 часа. Ни одной утки даже близко не пролетело. Нигде во всей округе ни одного выстрела. Полный штиль. Слышимость хорошая. Никто нигде не стреляет. Утка не летит от слова совсем. Возможно, это из-за холодов, то, что стоят, минусовая температура. Вот, примерно вот так вот у меня получилось. Пока временно, потому что 2 шеста здесь я вколотил. Здесь вот. А с этой стороны еще лед. Я не смог. Вот здесь еще 2 колышка забью, как оттает. И такая вот мешковина. Типа маскировки. Практически один в один с желтой травой. Так что я думаю, утка не должна, ни утка, ни гусь. Здесь вот гуси могут тоже быть. Иногда вот в прошлые года взлетала, но у нас почему-то гусь летит стороной или верхом. Редко, когда какая-нибудь уставшая стая садится отдыхать. Ну, иногда бывает. Вот там на болоте наш ураган. Я так думаю, далеко его не видно. И у нас, скорее всего, сегодня будет дождь. Потому что... Или снег. Набежала снежная туча, и вот несколько снежинок уже упало. Подожду еще минут 15-20. И схожу по ручью. Там бывают кряквы сидят тоже. Может, хоть там что-нибудь получится добыть. Что-то у нас в этом году весновка пока не очень, скажем так. Но не теряем надежды.
Подождем твою маму, подождем твою мать. Днем, я так думаю, вот эта пленочка растает, которая на льду. Здесь она уже растаявшая, там в конце только немножко. В принципе, утки уже можно куда сесть. Правда, достать будет, наверное, проблематично немного, но это уже мелочи. Главное добыть, а как-нибудь достанем на крайняк. Вот у нас лодка есть. Накачаем и аккуратно попробуем. Сначала надо добыть. Тишина. Удивительно. Вот тебе и на. Утка есть, утки много. Но она почему-то не летит. Не летает, не кормится. Я не знаю почему. Где-то сидит на ручье, где никто ее не тревожит. Местная, которая прилетела. А перелетной нет. Потому что если была перелетная, ее бы слышно было. Она стаями летает. Так, ну что, прошел еще 1 час. И моему железному терпению пришел конец. В общем, ни одной утки. Звонил Сереге, это, если помните, которых перевозил 2 братьев Санчика с Серегой. Они там тоже на болоте живут в избушке. Говорят, утки на болоте нет, вся утка на Печоре. Ездил на моторной лодке по Печоре, и там очень много уток, очень много гусей. Вся утка на Печоре сплавляется по реке и на болото не идет, потому что холодно. Болото замерзшее, и этой утке здесь на болотах просто нечего делать. Надо дождаться теплой погоды, вот тогда, может быть, что-нибудь да прилетит, полетает. Так, ладно, повалил снег. Оставляем все это хозяйство здесь, пока я уже замерз. Пойду прогуляюсь по ручью, может, там получится что-нибудь добыть. Погнали. Вот такая сказочная красота наступила. Зима никак не хочет отступать, повалил снег. Красиво, да? Все понимаю. Но это сейчас красота ни к чему. В общем, прогулялся вдоль ручья. Кряквы хватает. Утки много, но бесполезно. Не подойти. Залетают издалека. 100 метров уже. Во-первых, шуршит наст. А во-вторых, бурелом. В общем, никак. Пробовал сидеть. Так вот, сяду, допустим, чтобы просматривалось и влево, и вправо большой участок. Караулил по 15-20 минут в 3-4 местах. Утка не летит. Вот шуганешь ее, она улетит, сядет и все. Никто нигде не стреляет. Никто нигде не едет. В общем, полный штиль, полная тишина. Хватит на сегодня. Пошли в избу. Позавтракаем. Выспимся. А может быть, вечером что-нибудь да будет. Если нет, что теперь? Подождем. Нужна погода. Тепло. Вот тогда, может быть, что-нибудь дошевельнется. Пока утка не летит совсем. Все, потопали в избу. Хватит на сегодня. Прогулялись, пропотелись. Устали немножко. Хватит. Если честно, друзья, вообще никакого нет настроения вести съемку, что-то говорить, что-то делать, что-то снимать. Зима на улице. Сейчас ходила на ручей. На ручье лед сантиметра 2,5-3 где-то. Вот такой лед. Думаю, чтобы на буксе проверить. На всякий случай переломал его, чтобы не было резкого порога. Края утоптал сегодня, чтобы вечером, ну, мне кажется, даже за такую... Сейчас сколько минус? 2,2, теплеет. Минус 2,2 уже потихоньку на градус потеплело, но вон выпал снег, сухой снег идет, все замело, все замерзло. Натуральная зима. Нигде никакого выстрела, ни одной перелетной утки. Утка просто где-то застопорилась.
И мне кажется, что и сегодня утки еще не будет, потому что по прогнозу минус, завтра минус 5, завтра не будет. 4-го Ромки уже на работу. Ромка выйдет, и потом небольшое потепление. Должен 4-го, наверное, Вовка приехать. Может быть тогда, ну, хоть домой езжай, но мы, наверное, не поедем, да, все-таки? Да. Какая разница? Что дома, ничего не делать, что здесь, балдеть. В общем, подогреваем жареные пельмешки. С дома взяли, чтобы здесь не жарить. Пожарили в масле. Так что сегодня у нас, пока домашняя пища не закончилась, пошикуем немножко. По чарочке рыбацкого вот немножко хапанули. Вон. Как-то так вот, будем балдеть. Смысла нет где-то в шалашах сидеть, потому что воды нет, все замерзло. Единственный шанс сейчас добыть утку — это на ручьях. Вот тупо сесть 2-3 человекам на более таких хороших местах, а одному просто ходить по ручью и пугать, как пугало. Утка взлетит, улетит, крутанется и сядет рано или поздно в то место, где сидят, если сидеть. Но таких мест очень-очень много. Надо человек 7-8 посадить, чтобы угадать, куда утка сядет. Ну, это не то. Это, конечно, не то. Единственный плюс от такой охоты — это то, что патроны целые. Патроны все целые, так что если утки не будет, останется на осень. Ну, такого в принципе не бывает. Все равно рано или поздно утка пойдет. Так что кушаем, завтракаем и, наверное, ложимся спать. Высыпаемся по полной, а ближе к вечеру посмотрим. Наготовил по пути вот дров на обратном пути, чтобы сюда пустым не ехать. Сырую березку пильнул. Вон сушнячка, который на дороге лежит ветровалом, тоже немного привез. Падает снег, морозец легкий. Балдеем, отдыхаем душой. Что еще надо? Ну нет утки, ну что теперь? И ладно, и так неплохо. Ладно, до вечера. Сейчас кушаем, завтракаем и ложимся отдыхать. Ну вот и наступил вечер, у нас никаких изменений нет. Если честно, даже не хочется включать камеру, но ладно. Чтобы небольшая хронология событий происходящего всего была. Для истории, чисто для памяти. Короче, включаемся, отмечаемся. Поспали часиков 7. В общем, сейчас время уже 6 часов вечера. Позавтракали. Ну, это скорее, если перед сном, в тот раз был ужин, получается. Завтрак Да. вот это, потому что мы только-только начинаем жить. Проснулись. Все ждали плюсовой температуры днем. Температура буквально на час-полтора 0,6 было в плюсе. Сейчас опять уже пошло на минус. В общем, судя по льду, вот здесь по сырости, чуть-чуть немножко начало таять. Лед на озере по-любому даже близко не растаял. На болотах тоже. Тот снег, который ночью падал, это походу сила. Ну, Потому что все же в снегу было. Опять земля появилась. В общем, зима полным ходом. Процентов 90, даже 98%, что утки вообще не будет. Но все равно сходим. Поднялся еще ветер сегодня, ладно, минус. Так еще и до кучи ветер пошел, блин. Поднялся. Утка сейчас по-любому где-то на Печоре, в кустах, в ручьях. Но все равно до вечера сходим. Сейчас перекусим. Ну, как до вечера, часика там до 9:30 примерно видно. Но ночевать там точно не будем.
Если и так дальше будет все ночь минусовая температура, как бы не хотелось, а все равно сделаем ход конем с утра. Оставлю я тебя на ручье в каком-то перспективном месте, а сам буду ходить по ручью, гонять, вдруг они на тебя налетят или еще что-нибудь. Посмотрим. Как говорится, утро вечера мудренее. Пока как-то вот так. Ничего. Благодаря березе нормально. Температура везде тепло было, комфортно. Подпали, выспались. Начал было даже монтировать фильм, но уснул, оставили это дело. Так что сейчас ужинаем и встречаемся в зимнем болоте в шалашах. На первом льду удочки не взяли. Да. Кстати, да, если бы взяли с собой удочки, ледобор можно было бы сгонять на... Здесь почему-то на этом озере рыба не ловится подо льдом, а на том можно было половить бы окуня. Ну, вот сюда, на рыбалку приехали. Но охотой это тоже назвать нельзя. В общем, пустое времяпровождение. Ну как пустое? Мы на природе. Мы в избе. С одной стороны, можно просто сказать, отдыхаем. Отдыхаем душой и все. Как-то так. Отдохнуть тоже надо. Скоро начнется посевная, скоро начнется лето. Это бесконечная работа. Работа на реке, работа по хозяйству, работа дома. И вплоть я буду ждать, вот эту зиму я буду ждать, потому что только зимой мы отдыхаем по большой счету. А весной и летом надо работать. Так что пока не началась вот эта работа, мы по полной отдыхаем. Как-то вот так. После плотненького завтрака пришли на болото с озером. На болоте на заберегах лед даже не оттаял после утренних заморозков. Ну, ближе к середине немного подтаяло. Все-таки 1 градус тепла. Было сколько? Часа полтора, наверное, днем. Ну, подело. Такое состояние. Мост до сих пор стоит на льду. Хотя справа и слева от моста уже вода рядом. Но, видимо, сам мост не дает солнцу съесть лед. Поэтому он под ним вот еще толстый. Вот такое вот состояние. Все, садимся в шалаш, ждать уток. Так, ну вот и собрались все-таки. Рома с разведкой ушел пораньше. Я говорю, глянь, если немного хотя бы воды есть на болоте, я выйду. Если воды нет, даже выезжать не буду, останусь в избе. Рома в шалаше сказал, что вода немножко есть, так что пробуем. Пешком идти долго, возвращаться еще по темноте дольше. В общем, рискнул ехать опять на урагане. Самое главное препятствие — это вот этот ручей. И сейчас мы его попробуем штурмовать. Самая большая опасность в том, что подъем. Вот тут как бы продавили мы. Тут вот вода и лужа примерно по колено. Спуститься, подъем, потом там ручей, и с ручья тоже подъем, и обратно. Как бы вот эти вещи надо бы проскочить. Сегодня утром лед проломал, был сантиметра 2,5. Может быть, и не надо было, но что-то я решил, что лучше проломать. Вон, тут вот по новой уже замерзло. Я так думаю, если бы не проломал, вот сантиметра 3 бы лед был, возможно бы он даже выдержал и поехали бы просто по верху. Но я почему-то думал, что так будет лучше. Ладно, смотрим, рискуем.
одну сторону у нас получилось. В одну сторону у нас получилось. Не знаю, получится ли обратно, но сюда, надеюсь, мы доедем. Вот, как мы видим, на 2 мая такая вот ситуация еще. Зима. А мы хотим каких-то еще уток. Снега вот валом. Сейчас посмотрим немножко озеро. Нас по буранке держит. На болоте, может быть, и растаял, но здесь вон, как мы видим, снега еще очень много. Так что, наверное, поедем по лесу. Вот так вот. Даже проваливается по насту. На болоте снег разъело. Вон, буквально совсем небольшая лужица у Ромы. Ромка, привет! Ромка в шалаше. Небольшая лужица, где-то метров 25-30 длиной и метров 3-4 шириной. Это на озере. И немножко воды на болоте. Это все, куда может сесть утка. Но она сюда сесть, в принципе, может. Так что будем надеяться, что все у нас получится. Мост еще не плавает, мост еще на льду. Ладно, попробуем, что у нас получится добраться по болотам. Нормально, снег есть еще. Так что доедем с ветерком. Приехали, и как мы видим, мало что изменилось за 2 дня. Ну да, болото полностью растаяло, на болоте снега уже нет. Ну и как мы видим, воды тоже нет. Если раньше, когда болото отходило, тут было море. Ну вот хоть Роман у нас сегодня что-то добыл. Вон подплываем, вот такой красавец. Съесть. Вот он. Вот такая вот красивая уточка. С полем, Роман Геннадьевич. Довольный? Живой. Я иду, говорю, Ромка, ты хоть живой? Я, говорит, пап, я, говорит, весь насквозь промок. Ну, конечно, промок, не всю ночь поливал дождь. Не заболеть бы сейчас только. Собираем вот чучела. Потому что здесь смысла нет уже, вода падает на болоте, появляется трава, и утка садится плохо уже. Серые утки уже мало, в основном все нырковые, а нырковые сейчас будут садиться на озере. Собираем чучела, кидаем на озеро, и отдохнув, согревшись, просушившись, сядем уже вечерком на озере. Тут было море, то сейчас мы видим, что вот такие вот отдельные замерзшие лужи, и воды практически нет. Но немножко есть вода. До вечера, думаю, пока не замерзло. Здесь уже все прихватило. Вода немножко была, но она вся замерзла. Сегодня иду налегке с одним ружьем, не стал тащить оленя, так как большой надежды на перелет уток нет. Опа! А патроны лучше взял. Каждый раз взял патрончики, каждый раз забываю в кофре,
И каждый раз вспоминаю только по дороге. Утки нет, не стреляем, и про эти патроны даже не вспоминаешь. Единственный плюс при нынешней дороговизне этих патронов, то что мы их не тратим. Ну, какой это плюс, конечно, в кавычках, потому что пострелять я люблю. Патроны немножко еще есть. Есть вода. Это хорошо. Водичка немножко есть, так что я так думаю, в сумерках немножко утка, возможно, и полетает. Так. О. Здесь уже у нас трясина. Здесь у нас уже трясина. Вода немножко даже прибыла, что ли. Не пойму. Или просто болото отошло, скорее всего. Вот если бы не этот мостик, я не знаю уже, как бы мы переходили. Раньше Володя переходил в Заброднях. Опа. О, тонет все. В Заброднях переходил. Но это мероприятие очень опасное. Потому что если засосет, то уже не выйдешь. А так вон по мосточку. Коц. И там. Не сегодня, завтра. Если не завтра, то послезавтра Володя уже приедет 100% сюда. Так что здесь будет он сам. Ромке надо на работу, закончился отпуск. Так и не дождались уток. Я буду в том шалаше. Ну а если у Ромки там на выходные или что совпадет, будем переезжать. Надеюсь, тот шалаш, где мы сегодня замаскировали мешковиной, оттает и будем там. Места хватает. Вот так вот ждешь всю весновку уток, и она в лучшем случае летит пару дней. Хорошо, так массово. Только надо дождаться и попасть на этот перелет. Но поверьте, оно того стоит. Ну вот мы и на месте. Устроились по-удобному. Все хорошо. Только сегодня еще и ветер до кучи. Ветерок у нас северяк. И как ни странно, на весь минус болото отошло. Это радует. Значит, возможно, сегодня вечерком, может быть, даже что-то и плюхнется сюда. Лишь бы не в кромешной темноте. До сих пор не поставил коллиматор. С коллиматором, я так думаю, целиться было бы лучше. Ну, ладно. Ждем, сейчас смотрим, сколько время. Время уже у нас 7:30. Часиков до 9 точно посидим, до 9:30. А там видно будет. Ночевать я здесь точно не собираюсь. Все, ждем. 8 часов вечера. Только что был выстрел от Ромки. Что-то где-то пролетело, что-то где-то подсело. Может быть, кто-то сел на озеро. Ну, бабахнуло четко. Дай бог, что что-нибудь он добыл. Будем надеяться. Потому что заканчивается отпуск. Охота пока так и не получилась у Ромки. Так, время 8 часов. Прилетели первые 2 утки. Сели на озеро. На камере, наверное, уже не будет видно. Но, по крайней мере,
Одна после выстрела осталась. Скорее всего, сезон открыт. Будет видно. Так. Вот тут вот, если, в принципе, налетит что-нибудь, стая гусей, немного можно пульнуть, но Вовка, ты выше меня, он у него ростом по 2 метра, он у него как раз выше, а мне этого шалаша не хватает роста. Так что много здесь в лед не постреляешь. Ну, как бы вода есть. Если было бы тепло, если бы летела утка, куча если бы. Фактически пока то, что мы сейчас видим. Полная тишина. Но немного все равно должно что-то быть. Так, прошло еще полчаса после Ромкиного выстрела. Время 8:30. Созванивался с Ромкой. Спросил, что он там, кого стрелял. Говорит, на озеро подсели 2 кряквы. Селезня вроде бы, как говорит, взял. Крякуха улетела, селезень там на озере. Я говорю, пока не рискуй, сиди в шалаше. Вечерком попробуем достать. Дай бог, что все нормально получилось. Ну, сезон открыт, можно так сказать. Утка добыта будет тогда, когда она будет, когда мы ее достанем. А так с ней еще может произойти все, что угодно. Может и сова взять ее. Я слышал только звук крыльев. Я не понял, это утка, не утка была. Но пролетела рядом с шалашом. Такое ощущение, что она в шалаш хотела залететь. Я только услышал, даже не видел, что это было, в какую, что сторону. Замерз уже капитально. Северяк. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 или 7 уток. Вот они. Вот. Полетели в сторону Ромки. Вот круто. Ну, сюда вроде бы идут. Шилохвость вроде бы. Еще кружок сделали. Бляха. Не вовремя горло запершило. Что-то кружили и куда-то ушли. Или сели в траве где-то. Шилохвост, он даже на лугах может сесть в траве, ему пофиг. Ему вода не нужна. Вот это уже вот кряку. Или что такое? О. Раз, два, три. Ну, вот что-то хоть зашевелилось, уже хорошо. И все летят в сторону Вовкиного старого шалаша туда. И здесь их что-то смущает. Вторая партеечка. Ближе к темноте началась движуха. Дай бог, чтобы это было не единственная стайка. Дай бог, чтобы все продолжилось. Уже веселее. Ну все. По крайней мере, сюда поблизости никто не подсел. Не выставляю. Может, надо было чучела выставить. Но
Завтра уже должен Володя прийти. Он сам здесь уже выстоится, а мы будем охотиться в другом шалаше. Так что это временный шалаш. По этой причине чучелами пока здесь не балуем. Да и с чучелами тоже еще хуже. Когда они замерзают, бликуют, утка еще больше боится. Пусть лучше уже будет все так естественно. Вот, к сожалению, никто к нам не подсел. Ладно, ждем дальше. Крякаш где-то летает, крутится, но не садится. Время уже почти 9 часов, без 7 минут. Скоро уже видимости будет 0. А к нам так никто и не подсел. Ну, хоть вода не замерзла, и то хорошо, и немножко летает. Есть надежда, что с утра полетает что-то. С утра, если мороза большого не будет, опять придем сюда часа через 3. А сейчас еще полчаса, когда темноты, посидим и в избушку поедем. Так, ну что, время у нас 15 минут 10. Видимости уже практически 0. Где утка, даже если сядет, и где кочка травы, ничего уже не видно. Так что дальше сидеть смысла нет. Надо топать к шалашу Роминому, попробовать достать утку, что он добыл. И избушку на пару часиков погреться. Все, погнали. Че, утку видишь? Ну это хорошо. Сейчас попробуем достать. Сейчас попробуем достать. Сейчас попробуем достать. Сейчас попробуем достать. Для этого мы на этот раз взяли катушку, спиннинг и вот такую вот блесну. Сейчас попробуем поймать Ромкину утку. Так, соберем и посмотрим, что у нас получится. Хорошо, что на буксе сюда не поехал, блин. Я еще думал по болоту на буксе покататься. Лед-то по новой замерзает уже. О, здесь даже нас держит. Блин, куртка, замок сломался. Продувает насквозь без куртки, блин. А клепки там не пуговицы, клепкой тоже не держат ни хрена. Так. Левее, наверное, попробовать по травке. Где она? А? Видишь? Травка торчит какая-то, и она чуть-чуть левее. А вот это что ли? Так, тут у нас что? Тут у нас болотина еще идет. Опа. Главное,
озеро не перепутать. Ну так, тут трясина. Так это вроде болото, это уже, там уже озеро идет. Где, не вижу. Вот это что ли? Да. Так, ну, попробуем, если леска не порвется. Ой, что-то разучился спиннинг кидать. А чего ты его не раскладываешь? А. А где ты говоришь, тут 40 метров, тут метров 20 до шалаша, да? Сломалась удочка уже. Кончик уже отломался. Где 20-то? Больше, но метров 40-то точно есть. Да? Я думаю, да. Иди, пока еще ходишь, нормально, все постоять и все, уже потом. Так. Мне кажется, тут, наверное, длиннее шесть бы, наверное, это. Так, наверное, шестом можно достать, нет? О, удочка сломалась, один кончик. И раз. Чуть-чуть. Чуть-чуть мимо. Сезон рыбалки открыли. Открываем, вернее. Сейчас. Блин, да что такое? Все направо меня тянет. Ветер потом идет, да. Хочешь сказать, с поправкой на ветер надо? Что-то светлые. Самец-то, походу, точно самец. Не пойму кто. Крякаш, наверное. Да ёшкин ты кот. О, поймали. Ага, вроде бы селезень кряку. Ты бы сюда подошел с шестом длинным, нет? Крякаш. Я тут боюсь сейчас рюхаться туда и все. О. Ой, блин, зацеп. Зацеп. Ну-ка, дай-ка. Дай-ка. О, там уже болото, блин. На, держи. Короткая. Длиннее нету палки? Наверное, нет. Там ковушки-то есть, но они тяжеленные, ты их не удержишь. Крякаш-то крякаш. Тюк. О, бляха. Или сейчас попробую, где у меня вторая с этими. Ой. Сейчас видишь, с лодкой еще никак тут, блин. Лодку пробьешь сразу об лед и нахрен потонешь. Так, попробуем с этой фигней. Вот, так. Нашел?
Ой. Опа. Общими усилиями. О, клюнул. Все, уже на льду. Блин, об край льда зацепилась блесна. Так, раз, оп. Так. Бля, сейчас еще в метре осталось провалиться, и все шикарно будет. А? Ну все, достали. Забирай добычу. Ух ты, блин, яма. Чуть не провалился. Ну, поздравляю, Роман Геннадьевич, с открытием сезона. Наконец-то ты это сделал, не зря сопли морозили. Крякаш, Энскадан. Ну все, пошли отметим это дело. Завтра с утра, может быть, еще что-нибудь нарисуется. Все.